16-летняя Севинч Гафурова – студентка Симферопольского техникума железнодорожного транспорта. В учебном заведении изучает родной язык. Одной из тем занятий стало творчество Исмаила Гаспринского. Заинтересовавшись, решила вместе с одногруппниками посетить литературные чтения. Я считаю, что важно знать и помнить такие люди, как Гаспринский, потому что именно эти люди появляются раз в 100 лет. Я и сама увлекалась его произведениями, читала их и могу сказать, что они очень хорошие и они мне понравились. Исмаил Керимов – директор научно-исследовательского центра крымско-татарского языка и литературы при КИПУ имени Февзи Якубова. Уже более 40 лет ведет научно-исследовательскую работу. Рассказал студентам о своем опыте исследования газеты «Терджиман». Его литературная, публицистическая, педагогическая деятельность очень важная, большая. И поэтому в 1910 году он французским журналом «Revue des Mondes Musulmans» был представлен на Нобелевскую премию мира. Сотрудники библиотеки подготовили небольшую экскурсию. Представленные материалы были подобраны с учетом будущих специальностей студентов. Молодое поколение на личности Исмаила Гаспринского написали очень много своих работ. Это не только рефераты, это не только курсовые, это уже большие диссертации. И тоже показали пример того, что как работают молодые ребята, молодые ученые, исследователи из других городов России и не только. Именем Исмаила Гаспринского называют улицы, микрорайоны и библиотеки в разных городах. Также в Республике Крым существует медаль Гаспринского. Ею награждают тех, кто внес большой вклад в культурное и духовное развитие народов, проживающих на полуострове. Исмаил Гаспринский – человек, который внес огромный вклад в развитие культуры и образования не только крымских татар, но и всех тюркоязычных народов. Его книги переведены на многие языки, а фраза «единство в языке, мыслях, делах» стала девизом многих международных встреч и конференций. Дауд Чахалов, Алим Сейдалиев, телеканал Миллет, Симферополь.